Доброе утро. Дождик все капает, капает. Маленький, но капает. Что-то вылезать прям неохота. Хочется лежать, как в старые добрые времена в России. Идет дождь, лежишь. Спешить некуда. День идет, лежишь. Два идет, лежишь. Отлеживаешься, как медведь. Сейчас встану, чуть-чуть полежу. В палатке уютно, когда дождь. Как под одеялом теплым. С теплого одеяла тоже не хочется вылезать зимой. Вот из палатки тоже в дождь. Все дно мокрое, блин. Я не знаю уже. Вещи класть нельзя. У меня ноутбук еще. Хорошо хоть в пакете. И то, правда, дырявым. Надо... Если что-нибудь лежит на полу, то оно все мокрое становится. Не тянет уже палатка, не тянет. Фух, все, собрался. Капец, реально похолодало. Сейчас, наверное, градусов 18 где-то по ощущениям. Плюс дождем это вообще холодно кажется. Ну, не так прям. Терпимо, сейчас поеду, согреюсь. Просто давно такой температуры не ощущал. Уже сколько? Давненько уже. В Китае только вот, когда дожди были. Но тогда еще было холоднее. Но сейчас еще на север еду я. Будет еще холоднее. Так что привыкать надо уже. Ну что, друзья, китайские серии вспомнили? Я вот вспомнил. Ну вот, город Винь. Сейчас сворачиваю направо, в сам город заеду. По объездной ехать не буду. Оба. Посмотрю там, что. Надо покушать еще. А вот и Винь. Что-то нашел. Вон там магазин есть. Вело. Viva Bicycles. Ну а что-то тоже там походу голяк. Или нет? Так. У вас нету походу здесь запчастей. Но мне вот это надо. Но нету. Ну-ка. Голяк. Так, еще один магазин нашел. Какой-то мелкий. Но может запчасти есть там.
Да. Да, я смотрю. Ага. Не, походу у вас тоже ничего нет. Не, сама. Не, все простенько. Ничего нет. Едем дальше. Сейчас нашел место с Wi-Fi. Как раз он взял лапшички острой с перчиком. То, что надо сейчас в такую погоду. Капец, в Power Director за полчаса трендерил все видео. Что-то плохо показывает. Вот. За полчаса, хотя в этом в Adobe 2-3 часа сидел. Вот так вот. Это всем совет на будущее. Cyberlink Power Director программа для монтажа. Советую. Здесь тут булок много продают. Оу. Я вон тоже одну взял попробовать. А то по хлебу-то я скучаю все равно. Все, еду дальше. Также погода такая же. Похолодало еще, по-моему, даже поболее. Ничего. Я вон еще одну булку взял. Вкусные булки здесь. Одобряю. В такую погоду самое то, радость. Единственное. Едет поезд, едет мчит. Фирменный поезд Чаваш едет. Сайгон едет. Поменяли рейс с Москвы на Сайгон. О, цепь вообще уже начала и на этой передаче слетать. Еще где-то 120 километров до того города, где есть магазик. Ну, дотянуть надо, что уж осталось, малек. Но еще не факт, что я там решу эту проблему. 100% нет гарантии. Нормально, дождь закончился, дорожка даже сухая стала. Езжу, пою, нормально. Дорога идет. Рисовые поля вокруг. Значит, скоро будем кушать рис. На шо? Как они видят так, а? Как они так издалека все замечают? Я говорю, вьетнамцы вообще наблюдательные. Они... Моя голова, по сути, отсюда только торчит, а они видят. О, давайте, счастливо, ребята. Я еду домой. К зиме, дай бог, буду следующий. Давай. Все, я в мост не могу забраться. Все, уже надо вставать на ночлег. Проехал всего 50 километров сегодня. Поздно выехал, плюс еще Wi-Fi искал, так серию не загрузил, везде слабый. Скорость отдачи маленькая. Дождик сейчас начал накрапывать.
Палатка мокрая, неохота в нее залезать так будет. Ну ладно. Так, я заприметил посадочку. Посмотрим, обитаемая она или нет. Вот так вот и едем. Блин. О, нормально. Ну все, вроде нашел место в этой самой посадке. Вот. Буду палатку ставить. Тут собаки только делают мозги. Надеюсь, никто не придет. Слоняться сейчас неохота больше. Искать. Ну ладно, надеюсь, спокойной ночи. О, доброе утро. Собаки меня как по будильнику в 7 утра разбудили. Я вам бутыль кинул, убежали сейчас подальше. Ну вставать так вставать, че. Ух, прям прохладно, прям какая осенняя погода. Туманище. Сайгон, Ханой. From Russia, Нига. Вон сейчас позавтракать пригласили. Хозяева собак. А, семья. То есть сюда пока поставлю тогда. Оп. Вот так. Оп. О. Согреться, что-нибудь, чайку бы попить. О. Доктор. Давай. Ok, cảm ơn. Ой, все, накормили, пацаны. Спасибо. Это муви. Вот, команд. Спасибо. Прям. Ну вот, ребята, меня накормили. Позавтракали. БПшечки. И едем дальше. Дальше до Таньхуа. Ну все, команда, ребят. Тут, короче, расклад такой. До Таньхуа я сегодня, если доеду, то только поздно вечером. Не факт, что веломагазин будет работать. Сегодня суббота, завтра воскресенье. Завтра они, если я приеду завтра, могут и не работать. Поэтому у меня сейчас дилемма, может быть, на попутке доехать, потому что неохота попасть нам. Трансмиссия вообще уже тяжело, я не могу ехать. Я еду со скоростью 15 километров, выше уже не могу разогнать. Ветер еще в лоб. Поэтому просто мучение вот эти 100 километров будет сейчас. Ну ладно, сейчас посмотрим, проеду малю. Я теперь новую передачу нашел. С 9 соскакивает, теперь 8. 8 у меня вообще не работала почти. Мой переключатель работал так, что 8 он проскакивал сразу с 7 на 9. Ох, так прохладненько, свежо, я бы сказал, не прохладненько. Руки даже замерзают чуть-чуть с непривычки. Ничего, сейчас на север будет холоднее, прикольней, весело сразу. Че в жаре ездить, мориться? Холод я люблю.
Сколько я уже намерзся-то за все свои путешествия. Только и мерз, в принципе. Ух, вот это вам урок, ребята. Меняйте все вовремя в Азии. В Азии проблема с запчастями. Это же я специально все сделал, чтобы вам показать. Что мне думаете, это в кайф, что ли, так это? Камасутрой с велосипедом такой заниматься. Сейчас уже и с 8-й слетает. С 8-й передачи. Ну, дотяну, дай бог. Еще километров 90, 85 осталось. Настроение боевое, самочувствие отличное, самое главное, как у Гагарина. Это уже практически Танкинская равнина. Ну, море уже там залив Танкинский, залив Бокбоин, что называется. Народу здесь уже много. Буквально каких-то 100 километров назад столько народу не было. Но вы сами видели. Здесь уже город на городе такие небольшие. Сейчас вон заехал на заправку здесь. Надо заправиться сладостями вьетнамскими. Тут их очень много. Все, команд. А то дорога нервная, блин, с этой цепью вообще ехать тяжело. Ну, еще 60 километров, в общем. Все, я уже не могу разогнаться. Ветер еще встречный. Капец. 9-я звезда буквально за каких-то 2 дня стерлась вообще. И стерлась просто. Подтяни чуть-чуть. Давай, еще осталось. Сколько там осталось? Еще 60 километров. Даже меньше, малеха. Я не знаю уже. Дело принципа доехать самому. Иначе смысл я сейчас стопану автобус. Я же мог это раньше сделать, не мучиться, правильно? Я уж доеду до конца. Не дотяну. Все, кранты. Кранты. Надо будет стопить что-то. Что-то надо будет стопить. Так, осталось 50 километров. Если стопить автобус, я не больше, чем за 50 тысяч поеду. Тут осталась херня. 50 тысяч даже это дорого. Ладно, короче, стоплю.
Капец, я что-то не заснял. За 200, говорит. До Таньхуа вообще оборзел, блин, за 200 тысяч. За 500 рублей хочет, чтобы я тут 50 километров каких-то сраных проехал. Что-то чую я самому придется ехать. Ладно, попробую сам доехать. Не буду позориться. Позорить велопутешественников настоящих. А то же им фиг объяснишь, что ты сломался. Они все думают, что ты просто слабак. Велосипед же это так тяжело. Хера, я сам доеду даже с таким неисправным великом. Ну, с грехом пополам 15 километров в час держу. Доберусь. Ничего себе, тут вывеска многообещающая. Джианты, системы, кассеты там. А что это? Какая-то компания. Ханг Шинханг. Это здесь что-то рекламируют, что ли? Я что-то понять не могу. Непонятно, короче. Короче, непонятно ничего, не знаю. Закрыто, если даже вот здесь вот закрыто. I from? Yes. No, I from Russia. Ah, okay. Bicycle traveler. Tourist. Yeah. This, you come with the bicycle, Yeah. no? From where? Hanoi or there? I to go Hanoi, yeah. And you come from there. Yeah. And with this route, or you take inside? Where you take? Outside or No, inside? I only road This one. Yeah. Because I will take. Okay, no problem. I will take maybe this one. Okay. I come from Hanoi. Me, I am Argentinian. Argentina? Yeah, Oh, Argentina. very good. Hanoi to go. Yes. I will go to Saigon. Oh, Saigon? Saigon. Only with the motor. Oh, very good. Good luck. Great, man. Ciao. О, аргентинцы тут шныряют. Сейчас бы в Южную Америку. Давай, давай, малышка, быстрее. Оба! Оба! Ребята, тут птичий рынок. Бедные птички. Ага. Бедные птички, говорю. Не-не, я не фоткаю, он снимает. Снимает. Я видео. Видел. Много. Надо ехать дальше. Бедная птица, я бы всех выпустил нафиг вообще. Поехали. Самое главное в данном случае не останавливаться. Потому что фиг разгонишься. Вообще слабо цепляет. Блин, как я девочкам завидую сейчас. Ничего не проскакивает. Все нормально идет. Не то, что я.
достигаю города, доползаю, точнее. Все, я в городе, осталось пару километров до магазина. Вот так. Я доехал, короче. Это было сложно, но я доехал. Но это полдела, сейчас еще все надо найти, что есть. Вот. Да, кино снимаю. Посмотрим, что у вас есть. О, синтяо. Короче, у них нет Шимана 9-скоростной, есть Срамовская 9-скоростная. Я, правда, не знаю, встанет ли она мне или нет. Там же разницы, по-моему, нет. Пазы все одинаковые. Сейчас посмотрим. Все, короче, взял тут кассета, система, цепь. Все почти срамовское. Говорят ребята, что нормально, типа проблем нет. Не должно быть проблем с переключателями шимановскими. Посмотрим. Пока что-то я... Все, процесс пошел процесс замены. Прям серьезная шиномонтажка. Không, nhưng mà cô Liên cũng cao chứ đâu, mình không cao đâu, nhưng mà cô tăng ra. А, ну, это не надо, не надо. Это later, нормально. Đây cùng quá mà. Đây nó bó cái này nó sao nó bị bó cái gì ở trong này nó đây là nó bị nó bó. Cao đây cái này nó cái tay lôi lên một kia lôi được thì bấm nó lên đây. Опять я замотанный. Я, в принципе, все бы мог это сам сделать, поменять. Но они бы мне фиг это дали бы. А они бы стояли бы над душой все равно. Я не люблю, когда кто-то над душой у меня стоит. У меня все что-то получается через жопу. Поэтому пускай сделают, что. Hả? Nó có tư vấn cho chú Hương cái gì không? Không, chưa tư vấn thì bỏ thôi. Ребята вообще молодцы. Все чистят на совесть, все делают. Могли бы на грязную поставить бы эту втулку. Бензином все чистят. Старичок мой довольный. Сейчас все поставят новое. Блестеть будет все. Кассетка с Владивостока. Все убитая. Цепь с Владивостока. А система Итао с Иркутска. Тут, короче, дилемма. Вот эта срамовская, она очень маленькая, она 28.
тут 42, по-моему, или 48. Потянули в горах на такой, я не знаю. Она такая, городской вариант. То есть разница, он очевидна просто. А впереди-то у меня горы. Не будет ли сложная передача? Ладно, сейчас. У них есть, короче, шимановская 9-скоростная, но она в этом, в сборе. Ну, получается, сборники, как он называется? Группсет, во. Ну вот, сразу и каретку поменял. Она у меня временами уже поскрипывала. Да и тем более срамовская система не ставится. Не подходит здесь под квадрат. Поставил другую. А пацан сейчас уехал за кассетой шимановской. В другой магазин, что ли, посмотрит. Сейчас вот тут цепи. Шимано диоровская стоит 129 тысяч. И вот Кларк 549 стоит. Короче, разница большая. Но, говорит, Шимано Диор плохая. Я смотрю, что-то цена такая большая, разница. Ну ладно, поставим хорошую, потому что я вряд ли буду менять цепь. Мне на ней еще до дома, скорее всего, ехать, поэтому пускай будет хорошая стоит. Не буду экономить. Да. Ну, вот здесь и GT-шки есть. В Азии я первый раз вижу GT-шки. Всякие формы всякие. Скаевские. Форма чувашского путешественника нету такой. А мне нужен, чтобы Чаваши Ушуревича там было написано. Таких нет. Ну вот, привезли срам. 11.34. Это 28. Да, 28 и 34. Но это нормально уже. Такая же, как моя почти. Да, такая же, как моя. Все уже. Цепь устанавливаю. Мне нравится смотреть, когда велосипед такой грязный. Сразу видно, что он бывалый. Такой, как-то атмосфера особую придает вот эта грязь. Сейчас настройка трансмиссии. Это очень ответственная вещь. С задним переклюком у меня, походу, реально что-то какая-то фигня. Вот. Я же вот с этой диоровской, с самого Владивостока еду, по сути, без 8-й передачи. Она у меня все время, если я начинаю понижать с 9-й, то она у меня, наоборот, повышать. Начинаю до 9-й, она у меня проскакивает 8-ю, с 7-й сразу на 9-ю. И он тоже настроить не может ее. Я не понимаю, что это такое. Короче, решили поставить новый переклюк Оливио передний. Этот у меня плохо работает с этой системой. Да он всегда плохо работал, он турнеевский. Сейчас Оливио поставим. Гулять так гулять, менять так менять. Будет четче работать, лучше. Тут лежак присмотрел еще. Но это у меня руль. А то все лежак советуют. Было бы здорово. Попробуй. И недорогой относительно. 290 тысяч. Старички мои, прощайте. Так вот, теперь новое, все готово, все поставили, все блестит, переключатель. Вот теперь непривычно срам видеть. Вот.
новые эти ролики. Отлично вообще. Very good. Все, малыш, поедем, полетим просто. Так, теперь надо... Это 2, окей. 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 Все. Окей. 2 миллион. 500. Ну все, в общем, вышло 2 миллиона 595 тысяч. Считайте сами, сколько это в рублях. Главное, ребятам, команд, спасибо за то, что все хорошо сделали. И вам спасибо, друзья мои, что всем, кто меня поддерживает морально, кто-то финансово. Спасибо большое за то, что помогаете мне продолжать путешествие. Теперь можно ехать дальше, собираться. О, малыш, камон. Одеваем тебя, малыш, и едем. Надо еще серию загрузить сегодня, я совсем забыл. Блин, надо еще смазку мне купить, я забыл совсем. Смазывал какой-то шнягой. Какую лучше взять? Вот это для плохой погоды, снег, дождь. Это... солнце, облачность. А это всесезонное. В чем разница? В чем разница-то я только не знаю. Всесезонный. Ну, взял, короче, для плохой погоды, для дождя и снега. Ну все, пацаны, все, команд, давайте, удачи вам. Надеюсь, ваша работа достойно долго проедет. Ну все, команд, да ладно, давай, спасибо. Ну дай бог, до дома дотянет. И вы, друзья, делайте ставки, доеду я на этой трансмиссии до дома или нет. Поехали в ночь. Сейчас надо еще покушать. Я не кушал сегодня ничего почти. Все, еще подкачаем малёха и поедем. Такой кайф ехать вообще, когда велосипед здоровый, не болеет. Такой ход мягкий, все новое, не обкатанное, офигеть. Все, едем дальше, до Ханоя. Завтра я там, в общем, буду, там где-то 150 километров мне до Ханоя. Сейчас ночевку по темну буду искать снова. О, кайфую как! Кайфуем! Сегодня мы с тобой кайфуем! Оба! Ну, сотку я проехал уже. Состоянием сегодняшнего велосипеда это вообще немало. Здорово. Все хотят попасть в фильм «Чувашскому путешественнику». Вот. Состоянием этого велосипеда 100 километров это немалость. Ну, вы сами видели, как проскакивает. Это нервов много надо, не то чтобы сил. Но все нормально. Теперь все счастливы. Вьетнамцев, походу, лучше не злить на драгрейсинг. Вроде плетется такой, как черепашка, медленный. То смотрю, меня в горку обгоняет. Нифига, думаю.
Их надо на соревнования всех отправлять. Зато сейчас я груженный его с горки обгоню. Накатка у меня лучшая инерция. Оп! Все, заехал в кафешку покушать. С Wi-Fi мне, короче, не везет, ребята. Сегодня не судьба загрузить серию. Зато покушаю. Вот, все. Все, я поел. Да. Ну все, я поел. Ох. Все, сегодня я вымотался. Надо сейчас на ночлег искать. Đội cái mũ này lên này, đội này lên đầu cho ấm này, Да, нормально. lạnh. Very good. Все нормально, не переживайте. Все по лесу шныряю, ищу место. Тут палаточку. Так. Под палаточку, под площадочку. Могилки здесь. Такой таинственный лес прям. Сейчас найдем все. Ну все, поставил палатку, нормально все. Теперь спать, отдыхать. Сегодня был насыщенный день. Сейчас еще серию клепать. Это так. До завтра. Завтра уже будет ханой.